Представьте, что существует болезнь, которой болеет только один народ, только одна национальность. Никто за 100 лет не смог найти причину болезни и узнать, как ее лечить. Местные жители называют эту болезнь родовым проклятием. Имя этой болезни – вилюйский энцефалит. Читай все самое интересное о Якутии на News Якутска. Наше будущее в наших руках. Не будь мусором. Всем бай-балалай! Сегодня у нас необычный выпуск. Мы сегодня поговорим про загадочную якутскую болезнь. Почему она называется вилюйский энцефалит? Вилюйский, потому что болезнь была найдена в Вилюйском улусе на озере Мастах. Люди, которые жили в районе этого озера, непонятно почему умирали. Энцефалит, потому что это было воспаление головного мозга. Эта болезнь вызывала воспаление головного мозга. И самое странное в этой болезни, что она поражала только якутский народ. Местные жители называли больных людей бохорор, что в переводе скованный, потому что люди, больные вилюйским энцефалитом, у них развился паралич. Они замирали, они становились каменными, они не могли ходить, потому что болезнь поражала мозг, следовательно, нервную систему. А если у вас поражается нервная система, у вас нарушаются полностью двигательные функции. Люди плохо говорили, плохо ходили, у них развивалось слабоумие. Никто из ученых не мог понять явную причину этой болезни, поэтому она такая загадочная. Но есть несколько гипотез, откуда пошел вилюйский энцефалит. Первая версия – это то, что эта болезнь передалась от животных. От животных, от сырой воды, от нечеловеческих условий, в которых они жили. Вторая версия, она генетическая. На озере Мастак совместно жили эвенки и якуты. И якуты говорили, что болезнь пришла как раз таки от эвенков, потому что было очень много совместных браков. Произошел так называемый конфликт генов. Но установить это невозможно, так как в 920-е годы всех местных жителей собрали в колхозы. И непонятно, откуда пришла болезнь. От эвенков, от якутов, от их совместных браков. Есть еще одна журналистская теория. В конце 19 века началась добыча золота в Вилюйском улусе. При добыче золота используется ртуть. И старатели, которые были местные жители, при добыче золота они вдыхали ртутные испарения и тем самым постоянное отравление ртутью. А при отравлении ртутью как раз таки возникает понижение иммунитета и болезни, похожие на вилюйский энцефалит. И еще в конце 19 века, начале 20-го многие тяжелые болезни лечили ртутью. Считали ртуть медицинским препаратом. Возможно, при лечении ртутью произошло определенное отравление организма, которое впоследствии привело к развитию вилюйского энцефалита. Но этой версии ученые не придали большого значения. Ученые придерживались того, что у вилюйского энцефалита вирусное, а больше бактериологическое происхождение. Что есть какой-то определенный вирус или бактерия, которая вызывает вилюйский энцефалит. А даже приехала делегация, которая искала, кто же может передать. Мы все знаем. Самый главный переносчик — это клещи. Поэтому нас все время весной заставляют одевать закрытую одежду, чтобы мало ли того, клещ укусит, энцефалитом заболеешь, умрешь. Но когда ученые приехали изучать вилюйский энцефалит, искать простого возбудителя, обычного клеща,
Они его просто не нашли. Получается, версия ученых тоже несостоятельна. И с этого момента началось глубокое изучение болезни вилюйский энцефалит. Первые упоминания о странной болезни были озвучены еще более 150 лет назад. Но официально болезнь зарегистрировали только в 1925 году, когда Академия СССР приехала сюда для первичного осмотра населения. Это была нормальная практика, чтобы предотвратить определенные эпидемии, так как в Якутии было очень много разных эпидемий. Одна из самых страшных — это когда в конце 19 века как раз-таки в районе озера Мостах была страшная эпидемия лепры, точнее проказы. Проказа — это болезнь, когда человек гниет, просто реально гниет. Вы можете посмотреть фильм «Река» Балабанова, как раз таки он снят про Якутию и про эту страшную болезнь проказу. Как мы узнали про проказу? Об этом мы узнали из дневников британской медсестры Кэт Марсден, которая приехала в Якутию бороться со страшной проказой. Она приехала на озеро Мостах и увидела, в каких нечеловеческих условиях люди переживают свою болезнь. Они были просто отшельниками. Люди приносили им еду в определенное место, оставляли, и больные просто умирали. Они ждали свою смерть. И Кэт, увидев это, построила корпус для больных проказой, в котором она старалась лечить этих людей. Запомните эту информацию про корпус, который построила Кэт. Она нам еще пригодится. Так вот, первое медицинское упоминание болезни было в 1925 году. Доктор Тамара Колпакова определила, что у жителей озера Мостах невероятно странная болезнь. Она очень напоминает энцефалит по всем симптомам. Люди плохо ходили, плохо говорили, они были как живые овощи. Она описала это, но тогда большого значения этому факту никто не придал. Реальный всплеск интереса к этой болезни привел Прокопий Петров в 1951 году. Он, приехав с института молодым неврологом в свой родной Вилюйск, начал замечать, что люди болеют странной болезнью, люди непонятно от чего умирают. Это вроде бы энцефалит. Он даже думал, что это какой-то летаргический энцефалит, которым болели французские солдаты в период Первой мировой войны. Но у этого энцефалита не было никакого возбудителя. Он не мог найти возбудителя. И он написал это в своих трудах, чем придал большое внимание этой болезни. Этой болезнью сразу интересовалось очень много ученых. Московских ученых, зарубежных ученых. Эта болезнь стала мировой сенсацией. Болезнью заинтересовались даже военные, потому что считали, что эта болезнь может угрожать национальной безопасности. В Якутию приехали обычные врачи, военные врачи. Все искали возбудителя этой болезни. Но быстрого решения найти не смогли, потому что не смогли найти просто возбудителя. Не смогли найти ни клеща, ни какое-либо другое животное, которое могло переносить энцефалит. Исследование болезни растянулось на многие десятилетия. Эта болезнь заинтересовала многих мировых ученых. Один из них оказался доктор Гайдусик. Он как раз недавно получил Нобелевскую премию за расшифровку болезни Куру. А болезнь Куру была очень схожа с вилюйским энцефалитом, потому что этой болезнью болело только одно племя в Новой Гвинее. Эта болезнь вызывала те же симптомы. У них тоже нарушалось движение, нарушалась речь, и впоследствии они умирали. Но доктору Гайдусику невозможно было попасть в Якутию, потому что он был американец. А СССР и Америка, не сильно ладили в то время. Из-за этого в СССР было сложно попасть обычным людям, что уж говорить об американских ученых. Но доктор Гайдусик был не из робкого десятка. Он придумал хитрый план, купив туристический тур по городам СССР, якобы посмотреть достопримечательности. На самом деле он приехал в Якутию и тайно изучал больных вилюйским энцефалитом. Доктор Гайдусик определил, что болезнь развивается в 3 стадиях. Это острая, подострая и хроническая. В острой фазе у людей появлялась температура, озноб, мышечные боли, постоянные головные боли. Это длилось от нескольких недель до 3-4 месяцев. Люди в острой фазе умирали в течение года. Те, кто смог пережить острую фазу, переходили в подострую. У них появлялась апатия, пропадал интерес к жизни, были постоянные мышечные боли. Они пытались вернуться к своей профессиональной деятельности, вернуться на свои работы, заниматься привычными делами, но просто не могли этого делать. У тех, кому хватило силы и здоровья пережить подострую фазу, переходили в хроническую. Следующие 20, 30, 40 лет они не могли нормально двигаться. Вследствие этого набирали вес. Их лицо уже не выражало эмоций. Они могли часами сидеть, часами смеяться, часами плакать. Это была не жизнь. Это было просто существование. В причинах смерти вилюйского энцефалита часто писали дыхательная недостаточность, потому что люди умирали от пневмонии, а иногда просто забывали, как дышать. Было выявлено 2 факта.
Первое. Болезнью болели только якуты. Второе. Что у всех больных был пониженный иммунитет. А почему иммунитет был понижен? Вследствие плохих условий жизни людей? Или версия, которой не придали значения ученые? В том, что при добыче золота в Вилюйском улусе жители были постоянно отравлены ртутью. Почему ученые не придали значения этой версии? Может быть, потому что СССР золото было дороже жизни людей. Но этого мы никогда не узнаем. Через несколько лет исследований было выявлено, что болезнь развивается ближе к 30 годам и может иметь наследственный фактор. Представьте, вы молодой человек, вам лет 25, вы переезжаете куда-то, заводите себе семью, и тут бац, у вас болезнь, и вы уже никому не нужны, ни семье, ни людям, потому что люди вас сторонятся, вы становитесь отшельником. И самое страшное, что ребенок, рожденный в этой семье, тоже может повторить вашу судьбу. Я лично знаю семью, которая болеет вилюйским энцефалитом. Сейчас болеет вилюйским энцефалитом. Мама в очень плохом состоянии, дядя из этой семьи лежит в хосписе. И у них есть дочка, которая сейчас 20. Мы не знаем, что с ней будет в будущем, но надеемся, что все будет хорошо. Традиционная советская медицина советовала людям не продолжать род, но с этим соглашалась только 2 из 10 семей. Поэтому болезнь продолжала распространяться. И от Вилюйского улуса она стала захватывать всю Якутию. Но якуты не верили, что эту болезнь нельзя победить. Многие якуты не верили традиционной медицине. И они обращались к нетрадиционной медицине, к шаманам. В те времена они назывались народными целителями, потому что если ты назывался шаманом, за это можно было получить нехилый срок. И шаманы лечили больных вилюйским энцефалитом, как и многие другие болезни. Кровопускание. Как проводилось кровопускание? Брали наконечник топора, разрезали висок, приставляли рог, коровий рог и выпускали нечистую кровь. Но помогало ли это? Я сомневаюсь. Потому что даже уважаемый шаман Никон Алексеевич, который лечил людей и имел большой авторитет в Якутии, говорил, что вилюйский энцефалит неизлечим. А те, кто пытаются его лечить, они не шаманы, они шарлатаны. Они дают людям пустые надежды. Ученые в процессе исследований делали очень много гипотез, но так и не смогли выявить явную причину этой болезни, найти возбудителя вилюйского энцефалита. Но со временем болеть люди стали меньше, потому что повысились условия жизни, появились бани, благоустроенные дома, медицина скакнула вперед. Также больных стали ограничивать, для них построили специальный интернат в Вилюйске, где они жили до конца своих дней. Кстати, этот интернат был построен на основе корпуса, помните, который основала Кэт Марсден, которая боролась с проказой на озере Мостах. Возможно, и сам организм выработал определенный иммунитет к этой болезни, к примеру, как с племенами в Африке. В Африке есть такая болезнь, как малярия. Ежегодно умирают миллионы людей от нее. Но есть определенные племена, которые не болеют малярией, потому что их организм научился с ней справляться. Их кровяные клетки живут меньше, чем живет вирус малярии. Вследствие этого они живут в 2 раза меньше, но не болеют малярией. После 2012 года новых случаев заболевания не выявлено, но что болезнь исчезла, сказать никак нельзя. Просто ее начали меньше исследовать, начали выделять меньше финансов для исследования этой болезни. Правда, зачем выделять деньги на исследование болезни, которой болеет только один народ? Это невыгодно государству, впрочем, как и невыгодно строить мост. Не знаю, какой вывод сделали вы, но ясно тут одно. На такие локальные болезни никогда не будет хватать денег, внимания, пока они не коснутся богатых и влиятельных людей. И интересен ли вам такой формат? Стоит ли продолжать его делать дальше? Оставляйте свои богатые и влиятельные комментарии внизу выпуска с вашим мнением. В отличие от остальных, мы прислушиваемся к вашему мнению. Подписывайтесь на канал. Всем бай-балалай!